Бисмиллахир-рахманир-рахим. Совет тейпов Георгиевского народа. От Джабраила Куштова. Обращение. Уважаемые члены Совета тейпов. С 1 января 2002 года в Российской Федерации действует вступивший в силу федеральный закон номер 173 о трудовых пенсиях Российской Федерации, содержание которого в 5 пунктах и 3 статей этого закона должностными лицами скрывалось от 12 978 пенсионеров из числа репрессированных, ушедших в мир иной. Тем самым недоплаченная им минимальная пенсионная сумма составила 17 миллиардов 304 миллиона рублей. И скрывается от оставшихся живых 25 380 пенсионеров из числа репрессированных и недоплачивается ежемесячно 800 миллионов рублей без учета индексации. Документальные факты. В моем личном пенсионном деле вместо личного трижды мною поданного заявления Пенсионный фонд Республики назначение мне пенсии присутствует заявление о назначении перерасчета пенсии формы 150-100 без моей подписи, где в графе «Прошу назначить, перерасчитать мне пенсию» в строке 1 вид пенсии указано «Старость», место трудовая по старости. В графе «Перечень представленных документов» в строке 5 документов о трудовом стаже указано 2 листа, а по факту их 15 листов. Тем самым мой рабочий стаж занижен с 36 лет до 28 лет 7 месяцев 29 дней. В соответствии с абзацем 1 статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности в трудовом стаже. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 18 июня 1998 года, номер 18П, в пункте 4 сказано: права гражданина в области пенсионного обеспечения производны от его трудовой или иной общественно полезной деятельности. Должностные лица Пенсионного фонда Республики были не вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 30 определять общетрудовой стаж и страховой стаж моей трудовой деятельности с исключением без него периода учебы в ВУЗе или какие-либо другие периоды, в том числе разрыв между увольнением и поступлением на работу, который не превышает 2 месяцев отраженной трудовой, а тем более время, проведенное в ссылке, согласно абзаца 34 пункта 4 статьи 30 того же федерального закона. Но тем не менее, на мое заявление от 20 июня 2011 года в своем ответе от 27 июня 2011 года за номером 0101/3342 начальник отдела по назначению перерасчета пенсии Пенсионного фонда Республики Умаров утверждает, что мой стаж 28 лет 7 месяцев 29 дней. Тем самым, мягко говоря, прикарманив 38 лет 11 месяцев моего трудового стажа. Не исполнен требования пункта 2, пункта 4 статьи 30, пункта 1, пункта 2 статьи 30.1, пункта 3 статьи 30.3. А это статья 286 УК Российской Федерации, часть 1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемого законом интерес общества или государства, наказывается штрафом в размере от 80 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок 4 года. Далее еще интереснее. В документе, подготовленном исполнителем Икажевым от 3 апреля 2013 года на решение суда от 27 февраля 2013 года, номер такой-то, тот же Умаров утверждает, что мой стаж 67 лет 7 месяцев с учетом времени учебы в ВУЗе и времени нахождения в ссылке. Но пенсия занижает мне на 1550 рублей, применив выхолощенный абзац 40 пункта 4 статьи 30 того же федерального закона. А это уже 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 159.2, часть 1 УК Российской Федерации. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества, при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем предоставления заведомо ложных или недостоверных
сведений, а равно путем умолчания по факту влекущих прекращения указанных выплат, это статья 159.2. Сумма повлекших прекращения выплат в моем случае составляет 81 350 рублей. Часть 4. Деяния, представленных предусмотрены частями 1 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой, либо особо крупном размере, наказывают лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. На основании документа от 3 апреля 2013 года, исходящий номер 0108/2002, решение суда от 27 февраля 2013 года, Пенсионный фонд республики и власть, придержащая нашей республики, считает исполненным в части перерасчета преступление против правосудия, глава 31 статьи 315 УК Российской Федерации, состав преступления в соответствии с частью 1 статьи 392 УПК Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор, определение, постановление суда, обязательно для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических, подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Статья 315 УК Российской Федерации. Злостное неисполнение представителями власти, государственными служащими, муниципальными служащими, а также служащими государственного или муниципального учреждения, коммерческой и иной организации, вступившей в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, равно воспрепятствованию их исполнению, накажется штрафом до 200 000 рублей или лишением свободы на срок 2 года. 13.10.2017 года прокурору МАГАТЭ Марзаганову Адаму мною подано заявление с содержанием: руководству статьями 6, 7, 37, 140, 144 ГПК Российской Федерации, статью 40 Федерального закона от 17 февраля 1992 года за номером 2202-1 о прокуратуре Российской Федерации прошу возбудить уголовное дело по статьям 159, 2 и 315 УК Российской Федерации, на которые прокурор Марзаганов не посчитал нужным мне ответить. 23 ноября 2017 года направляя почту прокурору Васильченко заявление с изложенными фактами на 4 страницах, приложением фактов из 10 копий документов, копий федерального закона 173. 5.12.17 года исходящий номер 15Р-2017 прокурор Российской Республики Нишей с приложением на 21 листа направляет прокурору МАГАТЭ старшему советнику юстиции Марзаганову. 13.12.17 года за номером таким-то прокурор МАГАТЭ Нальгиев направляет руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета по Республике Ингушетия Сичуаеву мое заявление от 23.11.17 года с указанием фамилии по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудников Пенсионного фонда Республики Дикажева Умарова. Прошу обратить внимание, в двух вышеуказанных моих заявлениях, поданных прокурором Марзагановым Васильевичем, эти фамилии я не указываю. 21.12.17 за номером 203-33-17 руководитель Следственного отдела Сичуаев возвращает мое заявление прокурору МАГАТЭ Марзаганов, ссылаясь на статью 90 ПК Российской Федерации. Суд у меня не требовал, и суду я не представлял, и судом не рассматривались факты злоупотребления, мошенничества и неисполнения решений суда. Уважаемые члены Совета Тейпов, все мои потуги в течение 7 лет направлены на исполнение Пенсионным фондом Республики Федерального закона номер 173 в части 5 пунктов и 3 статей и привлечение к ответственности виновных в противодействии исполнению этого закона упирается в глухую защиту местной власти в целях неисполнения своих обязательств перед ушедшими в мир иной и оставшихся в живых пенсионеров из числа репрессированных.